Редко у кого в семейном альбоме не хранятся фотографии членов семьи, старшего поколения, позирующих с Сухумской набережной на фоне величественных белых кораблей. В Сухумскую гавань всегда заходили пароходы, теплоходы, круизные лайнеры. Очевидцы вспоминают, сколько праздничного лоска наводили на прибрежную гладь моря белоснежные яхты. Потом надолго опустела гавань. Страна застыла в изоляции и экономической блокаде. И по прошествии стольких лет вдохнуть жизнь в абхазское мореходство остается сложной и долгосрочной задачей. Зачастую эта задача усложняется во многом и по причинам, не зависящим от неблагоприятного для нас международного политического контекста. У меня все из головы не выходит одна грустная история. История о том, как в начале грузино-абхазской войны опытный абхазский яхтсмен Зураб Ахуба вывел прямо из-под носа грузинского десанта, побывавшую на своем веку в нескольких кругосветных путешествиях, яхту «Абхазия», и как под полными парусами пригнал ее на стоянку в акваторию парусного центра Сочи. По возвращению домой Абхазия простояла у Сухумского причала совсем недолго. Однажды ночью налетел небывалый шторм и разнес яхту в щепки. Много дней и ночей капитан провел на берегу, собирая по кусочкам то, что осталось от его любимицы. Он без устали нырял, пытаясь найти хоть какие-то металлические части и приборы. И находил, доставал и снова нырял. Но все было напрасно, яхта погибла. По рассказам горожан, с тех пор очень долго можно было видеть на берегу одинокую фигуру человека, сидящего на краю причала лицом к морю. О чем он думал тогда, какие вспоминал путешествия? Чемпион Советского Союза Константин Стратилов хранит традиции абхазского парусного спорта. В профильной спортивной школе Амра передает свои знания и опыт будущим мореплавателям. Мы в 1975 году стали чемпионами Советского Союза в классе катамаран. Конечно, это большая радость, мастера спорта. В 1992 году яхта «Абхазия» участвовала, и такая была затея, посвященная от 500-летию открытия Америки. «Коломбо 500» называлась. И первый этап был, он родился-то в Генуе, Колумб. Из Генуи, порт Кадис, и вот мы, стартовал этот наш экипаж из Сухуми, где-то 20 мая они ушли. С Генуи они пришли, с Генуи стартовали, и в Кадис пришли первыми. По этому случаю выделили им, там серебряная ладья Санта-Мария, самое большое трехмачтовое судно, но выполненное в серебре. Но это памятно, конечно. В 70-м году открытая первенство Грузии в классе фин. Сборная Союза присутствовала, а я в одном из этапов 3-е место занял. В Союзе 3-е место среди взрослых. Мне было 19 лет, и на мое имя выделили фин французский, Ланавер, как сейчас помню. И в сборную Союза молодежную включили, а я пошел в армию из-за того, что этот Ланавер мне не дали. Сказал, не хочу ничем заниматься. Обидели, конечно, ничего себе. Тебе сказали, что тебе дают лодку, и тут же отняли и грузину дали. А когда мы в Севастополе 1-е место заняли, то 4-й гонки мы шли,
И вот наш основной соперник это Васильев был, Владимир. В пятой гонке уже обычно, когда уже знаешь, что выиграл, стреляет. И вот нам отстрелили. Вот это вот незабываемо, конечно. И самое интересное, что когда соревнования закончились, флаги же поднимают. Где он его выкопал? Он выкопал абхазский флаг. И грузинский же поднимает, а снизу это. И стали даже вопросы задавать. Мы выиграли, и в честь этого приехал этот министр по физической культуре Грузии. А тут поднимается флаг Грузии, а ниже абхазский. А Зураб говорит, надо сверху было повесить. Никакие беды и вражьи происки не могли отбить у наших людей желание заниматься яхтенным и лодочным делом, организацией экскурсий и прокатом плавсредств. Многие сухумцы в самые тяжелые времена находили возможность на своих личных суднах выходить в море. Пару лет тому назад по инициативе Леонида Черкезия появился новый проект по производству и ремонту маломерных судов непосредственно на территории Абхазии. Они открыли небольшой цех по производству учебных лодок и небольших шверботов. Ну, мне как-то немножко обидно, что в Сухумской бухте, Абхазия, на берегу моря, ну, скажем так, морская держава, но в море никого нет. Видишь только рыбаков на старых-старых латанных, перелатанных лодочках, больше ничего. Завозить сюда что-то из России, это супер, очень дорого. Вот. Поэтому вот проект так и был, и задумывался, что строительство лодок и развитие парусного спорта. Но ни то, ни другое у нас не получается. В первую очередь, почему? Ну, сам знаешь, кризис, у людей денег нет. Ремонт лодок, да, но можно делать. Но их за вот эти послевоенные годы довели до такого состояния, что там бывает и ремонтировать нечего. Вот не поверишь, позовут товарищи мои, старые боевые друзья. Показывают, лодку можно сделать, ее шевельнешь, а она вся играет, то есть она сгнила полностью. Ну как ее можно? Ее не ремонтировать, только новую делать. Вот. Ну, с новыми тоже, конечно, заказ, если будет нормальный, можно взяться за это дело. Почему? Для строительства лодок то, что, например, здесь дерево и фанера, оно не подходит. У нас везут самое низкое качество. А здесь качество должно быть на уровне. То есть абсолютно все приходится завозить из России. Только оттуда. Здешнюю я пробовал, работы слишком много получается, то есть не выходит. У энтузиастов, вопреки всему, цех не простаивает. Когда любишь свою работу, пытаешься находить нестандартные решения по выходу из ситуации. Леонид и его команда стараются наладить поставки комплектующих и материалов для их сборки и реализации под заказ. Говорят, что хорошим подспорьем для их небольшого бизнеса могла бы стать перспектива создания совместного предприятия. Нужны инвестиции. Кто знает, если прикладывать упорный труд, может и удастся сохранить, а то и приумножить традиции абхазских моряков. Ведь не зря же историческая летопись донесла до нас сведения об абхазских древних мореплавателях, комаритах, бороздивших воды понта Ксинского, то есть Черного моря. Строительство лодок – увлекательное занятие. Шпангоуты, стаксель, форштаг, форштевень, киль. Вся замысловатая терминология из области судостроения ранее для меня ничего не значила, пока не вызвался побыть у Лени Черкезия, подсобным рабочим, на пару часов. Даже не знаю, что увлекательнее – рассказать о лодках или самому их строить. Подумать только. На какое-то время, пока я усердно отшкуривал лодочное дно, чувствовал себя древнеабхазским комаритом, готовящимся в районе ближайшего узкого пролива взять на абордаж какое-нибудь арамейское судно, нагруженное золотом и самоцветами. А если серьезно, совместный с увлеченными людьми труд стимулирует и настраивает на позитив. Что можно сделать для того, чтобы Абхазия свободно, уверенно могла выйти в море? В первую очередь должна быть марина, место хранения плавсредств. Но для того, чтобы уверенно себя чувствовать, сюда должны заходить яхты. Очень много знакомых со мной связываются яхтсменов, которые с удовольствием поставили бы яхты у нас в Абхазии. С удовольствием.
Это, во-первых, хороший доход для государства. То есть вообще яхтенная марина для любой страны, она нужна. Это дает сильный толчок для развития парусного спорта, большой толчок. Во-первых, проводятся регаты, да? Регаты тоже деньги, тоже для страны. Это реклама, опять деньги. То есть все то, что связано с морем, с морским спортом, оно приносит хороший доход. Но хранить негде. У нас нету слипов, то есть по берегу это бетонная наклонная такая дорожка, которая в море уходит, чтобы можно было с берега спустить плавсредство, даже с прицепа. Даже такого нет. В Абхазии в последнее время как-то предпринимались попытки вывести яхтенный бизнес на принципиально новый уровень. Появлялись проекты строительства порта на 350 катеров и яхт, аквапарка, коттеджного поселка и иных объектов инфраструктуры. Но как-то все не складывалось. То ли инвестор не вышел, то ли не договорились с кем надо. Возможно, к этому вопросу еще не раз вернуться. Ну а пока надо растить молодежь, которая дружит с морем. Константин Стратилов с горечью рассказывает об упущенных возможностях. В прошлом году у абхазской команды юных парусников появился шанс выступить под своим флагом на международных соревнованиях в Таиланде и даже прислали приглашение. Но денег на поездку не оказалось. Константин Борисович все же не теряет надежды и делает свое дело хорошо. Ну а так в основном у нас занимаются дети от 6 до 10 лет вот на этих, и постарше дети вот на тех ходят. Старшие уже повырастали, в очереди стоят, 2 часа, 1,5 часа на ней походит, потом другой кто-то садится. Но это, конечно, не дело. Провести соревнования, вот она такого типа одна лодка. Такого типа у нас штук 5, но на них парусов нет. Это, чтобы ее привести в порядок, это своими силами, дети драют, все. Ну, это своего рода тоже технический спорт. Дети учатся здесь парус сложить, гайку какую-то закрутить, пошкурить этот корпус, привести в порядок, покрасить. Парусный спорт мозги развивает не хуже, чем шахматы, если не лучше. Я не хочу в это, как говорится, в полемику вступать по этому поводу, но здесь он держит руль, здесь он держит другой рукой шкот, веревку, которая парусная. Ты должен смотреть, чтобы у тебя парус работал, чтобы ты рулить не надо смотреть, потому что ты смотришь, куда идешь, им просто автоматически рулишь. Но ты еще должен включить мозги, чтобы вот на ту зеленую, вон, видите, бутылка, они на бутылку иногда ходят, а когда учатся, чтобы эту бутылку не промазать, чтобы раньше другого до этой бутылки дойти. Это все в одном мозгу, и тихо-тихо оба полушария у ребенка работают. Я со своим сыном, походили по бухте, уже собираемся возвращаться. Это дело после обеда, даже ближе к вечеру. Стал подниматься ветер такой добрый, сильный, шквалистый. Папа говорит, я отдохну, поспать хочу. Иди в каюту. Он спустился в каюту и лег спать. А ветер как раз дул со стороны бухты на маяке. А мне туда и надо. То есть мне пришлось сначала уйти в море 1,5 километра, наверное. Потом поменять галс и идти уже на бухту. Ветер сильнее, сильнее, сильнее. Думаю, хорошо, очень быстро дойдем как раз. И в какой-то момент у меня стаксель срывает. Я-то подумал, что его самого оборвало, не догадался, что штаг порван. Яхта, мачта начала заваливаться. Подскочил, поймал мачту и держал ее. Начал звать сына, потому что пока я держу мачту, паруса, их надо спустить, а у меня рук-то не хватает. Но он, бедный, выскочил, этот ребенок. Ему сколько тогда? 10 лет исполнилось, к 11 шло.
Сына быстро сбрасывай паруса. Ну, он паруса спустил, благо я его научил всему. Он тоже очень любит парусный спорт, он на Амре занимался тоже. Покажи, что с тросом с передним. Ну, я увидел, что там сталрипа выскочил, он ничего не сделает. Я говорю, хорошо, давай, привяжи этот трос. Пока он спускал паруса, все, у меня все троса абсолютно, то, что мачту держала, все отпустилось. То есть мачту держал я просто сам один вместо тросов. И сын все это быстренько подцепил на место, когда я уже мачту смог сбросить, то есть он спас фактически лодку. Мачта бы рухнула, сломалась бы, это однозначно. Это самое такое яркое воспоминание, то, что он не испугался, вот самое главное. Понимаешь, не паниковал абсолютно, все четко команды выполнял, молодец. Прежде всего, чтобы в Абхазии были нормальные, здоровые люди. Первое, что я хочу. А для этого мы имеем море, мы имеем природу хорошую. Единственное, что надо немножко ума, немножко, и терпения. Это первое. А второе, что я хочу, чтобы дети ходили, занимались и не сидели где-нибудь на корточках, не курили, не пили, не кололись. А вот сюда они ходят, они уже даже матюкаться перестают. Некоторые приходят, вот 6-7 лет он курит. Здесь я говорю, кури, ради Бога, я не спорю, я никогда не против. Вон, говорю, калитка, за нее выйди, вон там покури, заходи. И зубы помой потом, чтобы не вонял. Единственное, что надо чем-то увлечь, чтобы не увлекались чем-то ненужным. Есть такие, которых родители привозят, которые вот у него компьютер или планшет, и он вот так вот ходит. А в лодку сел, уже этот планшет один раз намочил, второй раз намочил, уже не берет с собой. Уже отвлекается хоть на 2-3 часа. Море успокаивает в любом случае. Если этого ребенка мы научили ходить, ну, радость тоже какая-то. Это ж он сам управляет парусом, руль у него в руках. The good things passing by. Pretend they're feeling fine, but inside we crying sometimes. It ain't what it seems, nothing but a dream. And the faces get void, and the lines get too thin. And the roads become uneven, so we don't know where we've been. And those who doubt us. Человек заболевает в море. Да, все мы на море ходим, искупались, ушли. Но когда ты выйдешь на море под парусом, это совершенно другие ощущения. Ты становишься ближе к природе, ты слышишь волну, слышишь ее шепот, шелест. А ветерок в снастях, знаешь, посвистывает, так приятно шумит. Это не описать. А потом ты же управляешь лодкой и парусом, ты должен попасть под этот ветер. Вот тебе надо в определенную точку, меняешь галсы, ты лавируешь, у тебя постоянно что-то происходит. Вот именно ты как бы борешься с волной, борешься с ветром, и при этом делаешь то, что тебе надо. Это огромное удовольствие. Это моя мечта, чтобы вышел я, старичок, на набережную, и как раньше вся бухта в парусах и в лодках. Вот это моя мечта. Надеемся, что отдыхающие поедут, наш город будет побогаче, и какая-то копейка будет выделяться на то, чтобы дети не болтались по улицам, а занимались хотя бы парусным спортом. Я все никак не мог завершить свой рассказ. История нуждалась в достойном продолжении. Что-то не отпускало меня с того причала.
где хранится 7-тонный киль разбившейся яхты Абхазии. Как известно, киль – это сердце корабля, и значит, оно забьется снова. И будут западный ветер, сильный прилив, пируэты стремительных чаек и нужное количество футов под килем. Ведь нельзя так надолго арестовывать море. До встречи в путевых заметках. Facing the sun, waiting for these things to come. We smile and hide, watching the good things.